Дорогие жители и уважаемые гости Якутска, поздравляем вас с праздником, с Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации. Сегодня особенный день, когда вся страна празднует День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента Владимира Путина от 4 ноября 2025 года. Этот день будет ежегодно напоминать нам обо всем важном, что связывает наши сердца и судьбы. Солнце сегодня освещает просторы родного края особенно ярко. Пусть теплый ветер нежно коснется ваших сердец, оставляя в душе легкое воспоминание о встрече с творчеством коренных малочисленных народов Севера. Разделите с нами незабываемые мгновения света, тепла, дружбы и взаимного уважения к друг другу. Буквально через несколько минут мы просим вас принять участие в обряде благопожеланий «Сила и мудрость Севера». Благоприятная весна вступает в права над просторами сурового севера. Словно ласковый луч солнца, рассеивающий мрак долгой зимы. В эти дни древние обычаи вновь оживают в сердцах коренных малочисленных народов Севера, чьи души тесно связаны с вечной мудростью природы. Обряды, ритуалы благословений и весенних пробуждений раскрывают перед людьми таинственную красоту круговорота времен года, наполненного надеждой на обновленную жизнь, изобилие даров земли и счастье грядущих дней. Прекрасна эта традиция, бережно хранимая веками, передаваемая от поколения к поколению, как сокровище, дарованное предками. Собираются все вместе, объединенные общей верой в силу древнего знания, открывающего тайны Вселенной. Люди собираются вокруг священных костров, возносят молитвы богам-покровителям, делятся историями и песнями, хранящими память о великих событиях прошлого. Вашему вниманию обряд благопожеланий «Сила и мудрость Севера» в рамках празднования Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Юкагирский народ встречает весну особым ритуалом благопожеланий. Оживай, земля-матушка, отступил глубокий зимний покой. Снова ласково греет солнышко. Настало время выразить благодарность природным силам за дар жизни, за богатство рек рыбой, за изобилие оленьих стад в тундре. Пускай каждый произнесет добрые пожелания, чтоб наступивший год принес благоденствие, а семьи юкагирские были дружны. Лосил, эмей. Лосил, омось, педек. Лосил, эмей. Анум шелгейлуке, одулпе, шахальянунги, пуделенди, ледуденди пенененунунги, нуген пемойт, юмгид лонгданунги, елодичи дилге, юмгида хоннунги. Одул, онум, лебе кужу, омось, лонгданунги. Вот так ежегодно юкагирский народ отмечает возрождение природы. Ритуалы пожеланий – это не просто обряд древности. Это прочная нить связи поколений, земли и небес. Каждое слово наполнено надеждой на мирную жизнь, благополучие и гармонию среди всего живого мира. Благодарим природу великую, будем хранить ее бережно, как завещали нам деды, прадеды. Весна – время пробуждения природы у чукотского народа. Как и многие другие из числа коренных малочисленных народов Севера, отмечают этот период особым обрядом благопожеланий. Этот обряд символизирует возрождение жизни, обновление и надежду на благополучие в новом году. Ектик тунгатури Россиякен аун валет айгас кварат терет мутиуркен мачна намло мечинкен чваан турек роерек тангете кентагте коргете амтангете. Обряд благопожеланий встречи весны у чукотского народа – это не просто праздник. Это возможность выразить благодарность природе за ее щедрость и попросить у нее благополучия и процветания на весь год. Этот обряд помогает укрепить связи между членами общины, сохранить традиции и передать их следующим поколениям. С первыми лучами весеннего солнца долганский народ
совершает обряд кратких благопожеланий, пробуждающий природу от долгого зимнего сна и знаменующий наступление новой жизненной эпохи. День наполняется особым смыслом и трепетом ожиданий. Собравшись в кругу близких и родных, долганы воздают благодарственную дань духам лесов, рек и гор, молят небеса даровать благополучие и удачу на весь грядущий год. Үлленни, өрүкүтэ түллер, үрүң эбекелэх, мустак байкалым, укчарылак берегигер. Үгүс үйелерге кардарын уулар батак, керекелерим систеригер. Тапилавык курк, чек-чекелэх систербер. Чанкыр сырдык күммүт тыган кыһыммытын күретте. Үрüyeler sürdüler. Hoğuruttan kötürdür türü uhu kelliler. Tulluk üere kötüelete, tukut törön hürekelete. Bulçut sehekke tutunna, tığıtın uğga killerde. Manlık boskoy köstüge, kutum hürüm uğunna. Belhe selağa, ımsırda, algıs ılığım bağırda. Odun kan, ubaydarım meciyen kan eciderim. Bağarabın, tobukpar turamın, nilbekber öyönemmin. Doydum jona barıkana, çegiyen edenge hırıttın. Astah bollun ihittere, bultah bollun sehekkelere. Oğolaq bollun bihiktere, baydah bollun matakalta. Balık eğinin elimleri ger. Öcüttah bollun cukalara, jollaq bollun oluqtura. Eppit ele tıllarım, bar jomar diyektin. Праздник превращается в чудесное мгновение единения душ, укрепления дружбы и любви внутри долганского народа. Именно здесь рождается та особая сила духа, что помогает долганам сохранять свою уникальную самобытность сквозь времена, невзгоды и перемены. Весна. Время пробуждения природы и у русских арктических старожилов. Этот период сопровождается особым обрядом благопожеланий. Этот обряд-ритуал символизирует начало новой жизни, возрождение природы и надежды на благополучие в будущем. Красок тундры, яркий парад посетил нашу землю дом. И, одевши царский наряд, ты предстала в величии свою. Ты, природа, добра и щедра к своим детям тундры льти. Наша сендуха празднует бал, и, раскинув в небо шатер, ты веками смотришь на нас чистым взором глубоких озер. И теплом одарив нас ты всех, достойно несешь свой крест год из года, из века в век.
наша тундра празднует бал. И, батюшка, царь огонь, дай Бог на этот благодатный предстоящий год всем здоровьюшка крепкого, да удачи. Пусть наша Сендуха-матушка оберегает всех наших промысловиков, всех охотников да рыбаков, а наша матушка великая, индигирка-кормилица вольная, пускай нам даст много рыбы на пропитание, и будет всем большая-большая благодать. Ой, да Этот обряд помогает укрепить связи между людьми и природой, напоминая о важности гармонии и уважения к окружающему миру. Стоит, ой, да над быстроночкой стоит, да. Ой, да, мама, мое солнце городит. Обряд благопожелания и пробуждения весны у эвенского народа. Это древний и глубоко символичный ритуал, который отражает тесную связь человека с природой и ее жизненными циклами. Этот обряд традиционно проводится в начале весны, когда природа начинает пробуждаться от зимнего сна и символизирует обновление жизни, надежду на благополучие и процветание эвенского народа. Бихинтаки хумкаттан тогу муханне челевут хүргетли абгар нөс бүфкали хенелдук дуутлин Обряд благопожелания и пробуждения весны у венского народа – это не просто ритуал, а важная часть их культуры и традиции, которая помогает сохранить связь с природой и ее жизненными циклами. Обряд пробуждения природы у эвенков имеет глубокие корни, уходящие в далекое прошлое. Он связан с традиционными верованиями и представлениями о природе, которые формировались на протяжении многих веков. Для эвенков природа – это не просто окружающая среда, а живое существо, с которым необходимо поддерживать гармоничные отношения. Подготовка к обряду начинается задолго до его проведения. В течение нескольких дней эвенки собирают необходимые атрибуты – ветви деревьев, травы, цветы, воду из родника и другие природные материалы. Evan kiit käydämärä. Änä hiivre jägdäkäl. Nälkämäräkin. Harakaatubal tykkiil. Kangnakaattu huktyykkiil. Nälkämäräkin soomaivikki chuuriil. Mä njang tuokki. Harakaattu kätäjäktiin. Ajamat pitäkäätär dolun bugadu.
Somat ana hivda jagdajakal, irgitjakal, arshtajakal kunna bisine va somat ayatjam. Обряд пробуждения природы и благопожеланий эвенкийского народа помогает сохранить традицию и культуру эвенков, способствует укреплению семейных и общинных связей. Ayamamat ebejeng keten ayanayen jogaraken hakuldaken berayaldo amuduldo adelil var Tuhula jannel Allah karbo jawan keten ayanayen balakakon amaraken seru karte huktel dakten Erken bayur, erkel dakten, erken jalve bayung keten, ayanayen, ingin tugane amaraken, berakarbar salajano ulu kirba sola kirba nyakalbanyan bultang keten ayanayen taduk nalke amaraken Dok stadok maksakal hakalte vakalte avin maten avin keten ayanayen ayanayen. Собравшись вместе, мы празднуем приход нового цикла. Оставить позади заботы прошлого года и возродиться обновленный духом и телом. Каждый вдох приносит аромат свежего ветра. Каждый взгляд наполнен радостью ожидания чудесного перерождения всего живого. Встречаем весну вместе с нами. С Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации. Приглашаем вас в мир традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера. Через удивительное, восхитительное искусство круговых танцев. Ora karbarel geçenel
Garaldomen ögetenet. Ayağımama tepecin kötün. Dava dayı. Davak saçı dayı. Davarandako dayı. Yogaraken hakuldaken. Amuduldu birayaldı. Allah kadar cavan ketin. Dava dayı. Davak saçı dayı. Davarandarko dayı. Tadok nalki emarakel. Edok tadok bakaldık sal. Eha kalti. Evin metin evin ketin. Dava dayı. Davak saçı dayı. Davarandarko dayı. Bala kaku namarakin. Seru kartı hüktildektin. Erkin beyur erkilecektin. Erkin cayba beyun ketin. Dava dayı. Davak saçı dayı. Davarandarko dayı. Dava dayı. Davak saçı dayı. Davarandarko dayı. Ригтляна, Догутляна, Миттәсе йилуге, Митчача йилуге, Ригтляна. Доутляна, Гурчалайды беле, Унун шайды гелелел, Ригтляна, Доутляна. Лосил, омос педик. Янын элге, яна жархо, ригтла, догутла, хтла де. Хтла де. Хмхейха. Хамла де. Хамла де. Ригтла. Догутла. Этлуге. Унун шайды гелелел. Ригтла. Догутла. Hey! Malla vaddanaji. Andaraja. Titaro turmara. Madula
Арранчигал. Галла галла. Эска галда. Ихотан. Ихохурье. Ихохурье. Ихой хо. Ихой хой хотан. Ихой хой хотан. Hen maşın maş. He jangalda. Hen maşın maş. De ifçiken. Hen maşın maş. Skaniken. Hen maşın maş. Hep jangalda. İhoy ho. İhoy ho. İhoy hoy hodan. İhohurye hodan. İhohanday hodan. İhoy hoy hodan. İhohurye hodan. İhoy hoy hodan. Galla galla. He jangalda. Galla galla. Eska galda. Hinmayakan. He jangalda. İhoy ho. İhoy ho. İho hece. İho hurye. İhoy hoy hodan. Hece. 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 Hece.
владыки наши суть. Ey Gısmın imişler, nur imişler. Çimçekine nuraçla, mayni varadadı. Çaylar ve geçiler yürek, yorgure onilgi. Vergen yıllar dik burebe, amu diller ilgi. Nyuj bilinyo kagu erektor ekten jun Gyal kan bay nyetelken ingan torbinile Север наш край родной, север наш край Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы приветствуем вас с площади Орджоникидзе города Якутска. 30 апреля по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина установлен День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Это исторически значимый для нас день. 30 апреля 1991 года был принят первый наш основной закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. И сегодня рядом со мной стоит Елена Христофоровна Голомарева. Добрый день, Елена Христофоровна. Добрый день. С праздником вас! Естественно, для нас, северян, законы, принятые нашим государственным собранием, это уникальные законы. И надо сказать, что за эти 35 лет принято их немало. Сегодня мы празднуем праздник, первый раз празднуем. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин специально выделил этот день для того, чтобы мы ежегодно мониторили, анализировали свою работу. И закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации дал толчок принятию 3 федеральных законов. Это о территориях традиционного природопользования, о родовых общинах. И мы, Республика Саха-Якутия, создали в 53% территории республики территории традиционного природопользования. Местного значения такого нигде нет. И мы видим, как развивается оленеводство, охота, рыболовство, наши традиционные виды хозяйствования. И это говорит о том, что мы на верном пути. И надеюсь, мы этот праздник будем расширять, содержательно расширять и радоваться тому, что государство обращает внимание на наши проблемы. И, наверное, поздравления, да, с праздником? Конечно, хочется, чтобы огонь очага Урасы, Яранги
согревал всех нас, наши семьи, чтобы наши мечты сбылись, чтобы звон бубена созывал нас на созидательные эти работы, чтобы песня оленевода говорила о счастье иметь тысячами оленей. Это наше счастье. Спасибо большое. Константин Васильевич Роббек, наш президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Я вас поздравляю с праздником, Константин Васильевич. Спасибо. Я также поздравляю вас и всех собравшихся с праздником, всех наших сородичей с этим знаменательным событием, Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации, который мы сегодня впервые отмечаем. Это особо знаменательный день. Это знаменательный. Это знаменательный день. Так, заново. Ага. Константин Васильевич, поздравляю вас с праздником. Спасибо. Я вас также поздравляю, как и всех собравшихся, как и всех наших сородичей, представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В этот день мы впервые сегодня отмечаем объявленный указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным День коренных малочисленных народов России. Это значимое событие, и оно в очередной раз подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что несмотря на простые условия, несмотря на проведение специальной военной операции, у нас гражданская повестка большая, говорил Владимир Путин. И вот эти действия подтверждают о том, что внимание федеральных органов власти, региональных органов государственной власти к вопросам проведения государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера только набирает силу, и я надеюсь, будет усиливаться внимание к вопросам сохранения самобытного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, сохранения традиционных видов хозяйственной деятельности и родных языков коренных народов. И, конечно, Михаил Александрович, наше родное министерство по делам Арктики. Добрый день. Поздравляю всех жителей Республики Саха-Якутия и представителей коренных малочисленных народов Севера с этим замечательным праздником. Действительно, вся Россия сегодня празднует и отдает дань уважения коренным малочисленным народам Севера, которые сумели, несмотря ни на что, сохранить родной язык, традиционную культуру, традиционный образ жизни. Это в первую очередь наше оленеводство, охотпромысел, рыболовство. В Республике Саха-Якутия разработана передовая законодательная база по обеспечению прав малочисленных народов Севера. Разработана и действует система, механизмы поддержки коренных малочисленных народов Севера по сохранению их родных языков, культуры и традиций. И, наверное, сегодня мы говорим о том, что этот праздник придает новое значение, да, и общественно-политическое значение коренным народам Севера, Арктики. Сегодня мы видим, что руководство нашей страны, руководство нашей республики придает большое внимание развитию коренных малочисленных народов Севера. Поэтому хочется всех поздравить еще раз, пожелать в первую очередь нашим оленеводам, рыбакам, охотникам крепкого здоровья, счастья, и чтобы наши оленеводческие хозяйства развивались, чтобы оленей было больше, чтобы мы сохраняли наши традиции, культуру, родной язык и были крепко стояли на ногах. Всех с праздником! Спасибо большое. Спасибо большое нашим руководителям. А мы продолжаем наш репортаж с площади Орджоникидзе. Оставайтесь с нами. Мы находимся у шатра, в котором расположился Союз Эвенов Республики Саха-Якутия. Союз Эвенов – это один из самых активных союзов нашей ассоциации. Председатель Екатерина Афанасьевна расскажет и поздравит, наверное, наших зрителей, сородичей с этим праздником. Айнангич Тонкари Джанилбу Союз Эвесел Союзатан Гарбадукун Адукун Тангулкан Миралбу Эрак Равинангив Хебджикатяктин Дус Маргандукур Мут Бакчалавуснан Эскерап Нян Эрак Хо Ай Ньолтилканинангиду Мут Чаладуснан Галаттап Несу Ай Молдам
Дукта Джуляски, мен Турамур, Анеканамунгар, мен Иткалбур, Анеканамунгар, Джуляски, Коетникен, Ненадянгалда, Гоникен, Маргандукуй Галеттам. Агента Камбидан. Нян? Адукун, Тангулкан Муниралду, Эскен, Эскен. Спасибо. Пойдем дальше. И Якимовна, готовы, да? Привет, ага. Надо отогнать, наверное, всех. И Яким Герес, да? И я Герес. Вот у нас это очень хорошая Раиса Николаевна, у нее всякие разные А таким Настя Ханнавари Кулички. Настя где-то там. Татьяна Васильевна, Каль. Татьяна Васильевна, чайник Турора. За богато накрытым столом, где представлены все блюда наших народов. Рядом со мной Татьяна Васильевна Сивцева, председатель кочевой родовой общины имени Василия Дячкова, руководитель женской организации «Северянка» и председатель совета старейшин нашей ассоциации. Добрый день. Здравствуйте. Татьяна Васильевна, поздравляю вас с этим праздником. Спасибо большое. Мы сегодня с большой гордостью и радостью отмечаем впервые наш день в Российской Федерации малочисленных народов Российской Федерации. И мы очень рады нашему президенту Владимиру Путину и, конечно, главе нашей республики Айсену Сергеевичу Николаеву. И, конечно, в этот день мы вспоминаем нашего первого председателя ассоциации Кривошапкина Андрея Васильевича. Благодаря ему мы все объединились, все наши малочисленные народы Севера. Андрей Васильевич, я вас поздравляю, вашу семью. С гордостью говорим, что мы ваше дело продолжаем. И мы ждем вас на наших мероприятиях. Мы сегодня представляем нашу богатую национальную кухню малочисленных народов республики. Обратите внимание, что у нас есть. Во-первых, ягода. Это наша морожка, это княженика, охта, брусника, шиповник. И, конечно, я хочу сегодня наших гостей угостить прекрасным нашими оладушками, которое сделано из молоко оленины, оленя. Потому что я его давно сохранила, заморозила. И сегодня в этот торжественный день оладушки, сделанные именно очень-то хорошо, сделанные из нашего молока из оленины. Я хочу еще сегодня показать, что действительно в этот торжественный день богатая, любая уважаемая себя женщина должна показать и мясное, и рыбное, и ягоду. И, конечно, это наши сушеные. Это наши юкола, это наш чабак, это наш чир, это наша щука, вы обратили внимание. Конечно, я как колумчанка очень люблю нашего карася орландского. Вот это ужин одного мужчины. Это средний размер нашего карася, а карась это самый основной продукт, который мы все очень любим. Спасибо, Татьяна Васильевна. Наша национальная кухня – это эталон, наверное, кухни, да, по питательности, по витаминам, по своей особой культуре, да. Скажите, вы на всех мероприятиях представляете такой богатый сколь? Сколько вас женщин работает над этим, пропагандирует? Очень хорошо, спасибо. Мы практически, когда зима началась в Якутии, наши северяночки тоже показали именно северную кухню зимнюю.
со строганина. Девочки, где наша рыба большая? Мы даже в этот день, у нас жара практически, у нас есть чир замороженный, да? И, конечно, ну и, конечно, мы сегодня хотим показать, что северные женщины на каждом мероприятиях у нас богато, потому что мы собираем ягоды, мы сушим, вялим. Практически вся наша республика, вот буквально, посмотрите, на Ачуэде, где сегодня уже почти лето, а северные калмычаночки имеют строганину. Смотрите, как мы, морозильника нету. Дайте нашу. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Я хочу вам пожелать, чтобы всегда у вас был полный стол, много гостей, и чтобы вы всегда показывали культуру нашего народа. С праздником! Спасибо. Мы хотим, чтобы все были здоровы, экологически чистый продукт в республике ели и жили чистой земле, которую мы оберегаем. Спасибо большое. Да. Там тоже очень хорошее изделие было. Да. Мария, пойдем-ка. Это Настя. Перетянуть А? время. Перетянуть можно время. Да? Подожди, Татьяна Васильевна. Мы сейчас подойдем, они не готовы были. Сейчас у Маши возьму интервью и подойду. Так, Мария, или не знаю, хан тураров, манна, да? Общеплановый тураров. Общий план, ага. Что говорят там по эфиру? Что говорит? Перетянуть те. Ага, отсюда. Корнилова. Корнилова. Музей музыки и фольклора. Корнилова. Аля, с той стороны никого не пускай, иди. Ага. По времени сколько? 3 минуты. 3 минуты. А мы еще сколько? За сохранение и развитие традиций народных художественных промыслов Республики Саха-Якутия присвоить звание мастер народных художественных Примерно 15 минут точно есть. Так, пишем. Илья! Илья! Ага. Пишем. Музей музыки и фольклора народов Крайнего Севера имени Аиза Петровны Решетника всегда очень активно пропагандирует и способствует сохранению нашей культуры. Сегодня рядом со мной Мария Ильинична Корнилова. Мария Ильинична, с праздником! Скажите, пожалуйста, какие проекты вы хотели бы отметить? В этом году мы реализуем в рамках Года народного единства проект «Тропой предков» в целях сохранения устных традиций эвенов Момского улуса. И в рамках проекта мы планируем, уже проводим видеофиксации Марии Гаврилевны Корякиной, знатока устного наследия Момского улуса. И в рамках вот этих видеосъемок она рассказала, допустим, свои сказки. Вот поэтому, благодаря вот этим сказкам, рассказанным ею, нами будут созданы 2 короткометражных мультипликационных фильма. А также она еще спела, и вот поэтому ее песни мы сейчас готовим поющий сборник по ее песням, где будут и текст, и ноты, и в QR-кодах исполнение самого автора, а также исполнителей из других сфер. Допустим, из театра оперы и балета будет исполнять Анна Васильевна Дечковская, ведущая солистка театра оперы и балета, а также дети, которые у нас учатся в городе Якутске. И самое главное, вот к нам еще присоединилась город Ирмина, Луганской Народной Республики, где вокальные ансамбли будут исполнять тоже ее песни. Все это войдет в поющий сборник. Я вижу в руках уже готовые сборники, которые вышли, да? И каждый желающий может их приобрести, посмотреть, послушать по QR-кодам. Да, мы ежегодно выпускаем такие поющие сборники на слова авторов малочисленных народов. И вот на сегодняшний день у нас уже вот 4 сборника.
И в последующем вот мы будем... Презентация поющего сборника у нас запланирована на 8 августа. Спасибо большое, Мария Ильинична. Желаю удачи, успеха в вашей работе. И с Днем коренных малочисленных народов России. С праздником. Спасибо. Да-да. Кимовна Герис. Манна кихиба готоди. Так, Кимовна, Каш. Кимовна Герис. Привет, ага. Герис. Она вопросы будешь задавать? Я поздравляю, да. Наша ассоциация ВНКов Республики Саха-Якутия. Пока ждем. Ага. Отойди-ка. Я скажу, что мы подошли к Кимовне Герис, это женская общественная организация аборигенка, ассоциация ЭВНКов Республики Саха-Якутия. И, Кимовна, поздравляю вас с праздником. Спасибо большое, вас также поздравляем. У нас нынче первый год мы празднуем празднуем День коренных народов России. Раньше мы всегда 9 августа праздновали День коренных народов мира, но с прошлого года у нас это свой праздник российский с этого года. Ну, в прошлом году указ вышел, День Путина. С этого года день. Ага. Он на тухте. Сегодня мы представляем культуру своего народа. Это нематериальная, духовная вот культура. Ага. Жо Аборигенка, наша женская организация Аборигенка объединяет, скажем, давай, бодикатурер, правильно стоит, да? Нормально, да, чуть, да? Микрофон Рафаэля, Наталья. Наталья, микрофон. Ждем команду. Ты прямо говоришь в пушку. Пушку говоришь. Мы стоим... Рядом со мной стоит Ия Кимовна Герис, руководитель женской общественной организации «Аборигенка», ассоциация ЭВНКов Республики Саха-Якутия. Ия Кимовна, с праздником! Вас также с праздником! Это замечательный, такой хороший весенний праздник для всех нас, представителей коренных малочисленных народов Севера. Я знаю, что женская организация «Аборигенка» проводит очень большую работу. Это и сохранение духовной, нематериальной и материальной культуры эвенков Республики Саха-Якутия. Что вы сегодня представляете? Мы сегодня представляем, например, наша общественная организация проводит работу по восстановлению, сохранению традиционных одежды, материалов. И сегодня, например, мы представляем, вот у нас Максимова Раиса Николаевна, у нас вам очень хорошо представит нашу традиционную, древнюю эвенкийскую культуру. Пожалуйста, подойдите к ней. То есть вы еще и восстанавливаете, работаете в музеях, архивах? Да. Вот очень хорошо в музеях работает Раиса Николаевна, и у восстановительных очень работ много. Нынче вот культурно в наших выставках ходят. Ага. Якимовна, скажите, пожалуйста, а то, что вы представляете, это же большой подарок потомкам, которые будут правильно шить свою одежду. Конечно. Всякие обереги, наша традиционная одежда, обработка, все это мы хотим восстановить и создаем уже из года в год. Мы каждый год работаем, например, над этим, получаем гранты и очень хорошее подспорье для нашей работы. Спасибо большое. И, наверное, поздравления с праздником. Всех сородичей поздравляю с нашим праздником. Нынче первый год у нас в Якутии проводится День коренных народов России. И всего хорошего, все было прекрасно. Такань. В прямом эфире.
Уже все. Диана, вы можете немножко отойти? Привет. Привет. Привет, да. Я немного могу отойти. Ага, привет. Диана, кто последний, да? Мастер-класс был. Капсин Диана Спиридонова. Диана Спиридонова. Интервью. Диана, да? Диана Спиридонова. То и там, вы мало начала на русском языке. Нормально? Рядом со мной стоит мастер прикладного художественного промысла Диана Спиридонова. Она молодой модельер, человек, который сочетает старинные мотивы и современные. И при этом еще и вы свое натуральное от себя, которые нарисовали, сделали, вышили, зашили, представляете очень прекрасно на больших мероприятиях. Ага, меня зовут Спиридонова Диана, с Санабарского Луса. Я мастер НХП. Диана, скажите, а как к вам приходят образы, модели современные? По специальности я дизайнер одежды. И вот сама придумываю. В основном я делаю оленей. Из оленевого меха, шкуры, да, шьете? Но мы все заметили, что вы сочетаете именно старинные мотивы, узоры, цвета, и все это в современном, более осовремененном виде выводите. Ну, мы долгане в основном. У нас 7 цветов. Радуга. 7 цветов? Ага. 7 цветов. У нас у долганов обычно 7 цветов телят. У нас долганов 7 цветов. Ага. И все это в сочетании выходит очень красиво. Я знаю, что вы делаете украшения из рога оленя, брусы, брошки. Можем показать? Там. Да? Можем показать? Да. Давайте я вам покажу, где. Давайте я вам покажу. Ой-ой-ой. Можно? Снимаем телевидение. Вот это вот из оленьего рога сделано. Да, вот это брелок. Можете посмотреть. Это вот спил оленьего рога. Это погоны вот такие одевается. Ага. Как называется? Это северный олень называется. Это ваша авторская работа? Это ваша авторская работа? Моя авторская работа. И насколько охотно люди покупают, приобретают, учатся у вас? Я постоянно мастер-класс провожу, и клиентов у меня много. То есть людям нравится ваше изделие? Нравится, ага. Спасибо большое. Да, ага. Дальше. Кем это тут у нас? Так. Наталья, 5 минут еще надо набрать. Ага, сейчас. Чукчи, где у меня Чукчи-то? Никого не вижу. Там другие. Угу. Так. Так, можно? Минут, да? Еще 7-8. 7-8 в идеале. Ага, хорошо. Вот чукчалар. Здравствуйте. Здравствуйте. Интервью можете представиться, кто, как вас зовут? Павел. Павел. Мы с вами все время на связи. Наташа, ага. Расскажите о том, что вы представляете, культуру какого народа. Я представляю... Сейчас, минутку. Наталья, подождите. Наталья, подождите. Меня зовут Тера. Павел... Павел Байгантаев. Байгантаев Павел. Павел? Байгантаев. Байгантаев. Ассоциация Чукчи, да? Ну, это все Нижнеколымская. Ага, я сам со Среднеколымска. Ну, я с ними тесно работаю. Ясно. Ага, пишем. Ага.
Ага. Пусть сам представится. Сами представитесь. Под на русском, ага. Откуда? Пишем, да? Подождите. Поздравьте, скажите, что вот представляете Нижнеколымский район, Чукчи. Больше Чукчи, вот пример. Да. Но они в Кажется, Нижнеколымском. Нижнеколымском. Ага. Вот это пример Певецкая. Ассоциация Чукчи Республики Саха-Якутия Лаура Ветланов. На этом празднике Ассоциация Лаура Ветланов Республики Саха-Якутия представляет свою одежду национальную. И я подхожу, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Павел Байгантаев. Тут представлена шкуры, одежда кочевого народа Чукчей. Непосредственно это Нижнеколымский район, Колымская. Вот здесь представлены, например, вот, кукули, это спальники оленей. И они на сегодняшний день используются. Тут представлен кукашка, вот, к примеру, да. Вот этой кукашке, к примеру, 70 лет. Его уже носит третье поколение. Вот. Это осенняя шкура оленя, олененка, получается, да. Вот. И вот так добротно нашьется, что уже вот третье поколение носит. Здесь есть коммуса, вот штаны, к примеру, да, вот тоже оленеводы носили. Вот есть чужие. Вот. Они надеваются во время езды оленеводами, которые сидят в санях. К примеру, там сидишь, когда ноги мерзнут. Вот. Или когда ночуешь случайно, ну, приходится ночевать на улице, ее просто надевают сверху. Здесь представлено вот, плеки называются по-чукотски. Это меховые унты с подошвами, меховыми унтами, да, из камуса оленя. Вот оленеводы обычно носят вот этот, на сегодняшний день они до сих пор носят. Оленеводы не носят валенок, всякие вот сапогов иностранных не носят. Они вот до сих пор бегают в этих. И работницы шьют вот из щеток оленя шьют вот такие подошвы. То есть здесь представлена самая натуральная, традиционная одежда, которая помогает жить на севере. На севере, оленеводам. Спасибо большое. Спасибо. С праздником. Вас также. У меня, я хотела же, чтобы музыкальную культуру показали. Она параллельно уста туралларда концерт. Параллельно снимают, да, концерт? Параллельно снимаете, да, протянете концерты. Да, дед. Хорошо, ага. Давай опрос у гостей. А то те были тухтар, долгандар битти. Где Лена Воронцова? Кеһе қойтабы қалта түрдіңі. Бар болам павильонға. Қынна бары. Дорогие друзья и участники, Бұл балар юрталар әде. сегодняшний день посвящен Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации. Это событие дает уникальную возможность познакомиться с многообразием... Это ваша, да? Ага. Оля, иди бегай. Ага. Рассказывай, давай. Давай, вставай. Вставай. Это все сними. Сама представится, да? Да. Ага, Подобашева. Ощутить их душевность,
Снимать что ли? А, стой, вставай. Вставай. Стоя. Программу «Ритмы северных народов», благодаря которой каждый сможет ближе познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера. Нормально? Многие танцы наполнят наши сердца теплом и радостью. Бил, гумидим. Праздничную программу Она по горловиш, да? Надежда Захарова и Надежда Кривошапкина. Биден. Встречаем! Кудри красиво. А может шапку тоже? Не, все нормально. Ага. Тебя пишем, да? Пишем, ага. Нормально? Тоже кудрявая это. Она сама такая. Она сама такая кудрявая. Тишина? Ольга Семеновна Подобашева, яркий представитель ЭВНов Березовки Среднеколымского района. Ольга Семеновна, добрый день. Поздравляю вас с праздником, с Днем коренных малочисленных народов России. И я вижу, что вы сегодня подготовились, привезли свои вещи, кумаланы. Я угодим. Это экспозиция в море. В русском языке, пожалуйста. Не учитесь? Сегодня День коренных малочисленных народов Севера. Я при России. Я привезла, поставила экспозицию и как фотозона тут. Фотозона. Вы родом из села Березовка, где сохранилась и культурная, и материальная, и духовная культура наших народов. Да. И я хотела бы попросить вас немножко показать нам из вашей культуры, из эвенского горлохрипения, песня «Белга паникевен гуяпу». Как долго надо учиться, чтобы так горловить? Это учится, детей с младенчества учат. Ага, родители детей учат. Это очень сложно, да? Это очень сложно. Можно сказать, сложно. Вас кто учил? Меня мама учила, потом мама умерла, потом тетя учила. И можно сказать, что сегодня вы носитель и хранитель этого уникального вида искусства. Ну да, я могу. Как долго вы можете горловить? Как долго? Смотря от ситуации зависит. Когда запеваете хеджи, наверное, уже тогда начинается веселое движение, вы уже тогда входите, да? Да, уже входишь туда, куда-то в ритм, и уже подпеваешь и горловишь, как говорится. Спасибо большое, Ольга Семеновна. Удачи вам. Желаю крепкого здоровья. Пусть все исполняется. Передавайте свое умение, навыки, традиции своим детям, внукам и потомкам. Инду акцентакам биданаха. Айш, Эбгар, Абгар, Ангаэч, Несалкам бели. Мощь северного ритма, познать величие Выходим, да? Выходим. мудрость поколений. На сцене лауреат детского вокального конкурса «Звонкие голоса эхо тундры и тайги», представительница русских антических старожил Лиза Полетинская. Алло. Ох. Я тут около чумов стою, синие шатры. Туда подойди. Синие шатры туда подойди. Ага. Таня, да? Отключает. А мы выходим или не выходим? Ага, я не говорю ничего, да? То ли она отключает, то ли не так. 12:29, они же в эфир идут. Tuğut isteyin. Mere verdim Natasha verdim mere edere. Алло?
Татьяна, да? Сардана. Хорошо, ага. Мгм. Прощалка, подводка, ага. Манна дети. Лиза Палетинская. Встречайте юкагирский вокальный ансамбль «Колымчан». Ну, наверное, не знаю. Ага. Не знаю, ты на связи? Мгм. Пишем, да? Хаданах, ага. Уважаемые сородичи, дорогие любимые, мы от всей души сердечно поздравляем вас с Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации. Пусть в наших домах всегда горят ярко костры, огни. Пусть всегда будет много оленят и оленей по нашим горам и тундрам. Пусть всегда наши дети поют и разговаривают на родных языках. Экджен такен биден, ай макан. Ram gaji ji, hey jiga kan